Сьогоднішня вистава, яка присвячена одной з важнейших дат у історії Румунії – Дню Великого З'єднання, з якої від ім'я музею хочеться повіншувати усіх румунських сябров. Сьогодні Румунія святкує 100-годовий юбілей утворення сучасної румунської держави. И привітальне слово открыть эту выставу мы запрошаем надзвичайного и полномочного посла Румынии у Республике Беларусь Виорелла Машану. Уважаемые коллеги, послы и представители дипломатического корпуса, уважаемый начальник управления Европы Министерства иностранных дел Республики Беларусь, господин Евгений Воробьев, дамы и господа, дорогие друзья, мне доставляет особое удовольствие приветствовать вас в этом красивом зале галереи имени Михаила Савицкого по случаю открытия фотовыставки, организованной в преддверии нашего национального праздника. В этот главный день для нашей страны, 1 декабря, мы празднуем очень важный исторический момент для Румынии и для румынской нации. Великое объединение 1918 года, которому в этом году исполняется 100 лет. В тот день, путем массового народного волеизъявления в городе Албаюни завершился исторический процесс объединения румынской нации в единое государство. Нужно отметить, что акт, состоявшийся 1 декабря 1918 года, стал апогеем более широкого процесса национального объединения, увенчанного решениями румын, населяющих другие исторические провинции, об объединении с Родиной, а именно решениями населения Бессарабии 27 марта 1918 года и Буковины от 28 ноября 1918 года. Первое объединение румынских княжеств от 1859 года, а затем и объединение 1918 года, не были единичными решениями, осуществленными лишь румынами. Они вписались в общий процесс борьбы за национальное самосознание народов, ставших нациями. Этот процесс стал выражаться в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в XVIII, XIX, в начале XX столетия. Тогда распались Оттоманская, Австро-Венгерская, Российская империи. Были созданы Италия, Германия, Польша, Румыния, Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Австрия. Процессом национального самосознания были охвачены и народы, входившие в бывшую Российскую империю, но их чаяния смогли осуществиться лишь в 90-е годы прошлого столетия. Таким образом, румыны вписались в самое прогрессивное общеевропейское движение той эпохи, которое происходило на волне национального сознания и создания национальных государств. Румыны и Румыния
воспользовались объединением и построили государство, позволяющее им утвердиться наряду с другими европейскими народами и странами. Сегодня Румыния зрелое с исторической точки зрения государство, прошедшее проверку времени. Ее характеризуют солидные экономические и культурные связи с соседями, активные усилия по консолидации европейского проекта, стабильная и динамичная экономика, высокие стандарты участия национальных меньшинств в политической и культурной жизни. Все это дает ей право оценивать с удовлетворением свое прошлое и смотреть с уверенностью в будущее. Сегодняшняя фотовыставка представляет одно из мероприятий культурной дипломатии, задуманное нашим посольством в этом году для того, чтобы отметить столетие Великого Объединения. Выставленные работы были выбраны для фотопроекта из коллекции румынских фотографов, членов Творческой ассоциации «Чёрткин». Штефан Сукачу и Радио Салкубян являются выпускниками Университета искусства и дизайна из Клуж-Напока. Сфера их профессиональных интересов касается документальной, архитектурной, экспериментальной и концептуальной фотографии. Рядом с работами этих опытных фотографов на выставке представлены работы молодых авторов – Иоанна Сукачу, Леонардо Керештези и Адриана Терешан. Концептом выставки является представление широкой программы архитектурных и природных достопримечательностей Румынии, ее культурного разнообразия, в том числе включенного во Всемирный список мирового наследия ЮНЕСКО. Очевиден акцент, сделанный фотографом Штефаном Сукачу, автором большинства снимков, на красотах своей родной Трансильвании. Наверняка вы отметите романтизм артиста, который влюблен в такие близкие ему карпатские горы, в трансильванские города со своей неповторимой средневековой архитектурой. Или в монастыри, расписанные снаружи церкви Молдовы. Уверен, что эта выставка станет новым мостом взаимного познания между нашими народами и представит тем, кто уже посетил Румынию, новый, особый взгляд на нее. А тем, кто еще не был гостем нашей страны, даст толчок для путешествия по этим красивым местам. Не могу завершить без того, чтобы не поблагодарить за особую поддержку, оказанную в организации проведения этой выставки со стороны представителя фирмы Aromatics из города Федераш, господина Иоанна Бурзо, румынско-белорусского предпринимателя Виталия Буздугана и, не в последнюю очередь, господина Игоря Луковского, белорусского производителя румынского вина Мачи, которое мы сегодня продегустировали. Особую благодарность хочу выразить нашему партнеру по культурным проектам, галерее имени Савицкого и прекрасному коллективу во главе с ее директором Галиной Петровной Матисовой. Спасибо за внимание и желаю всем приятного вечера. Уважаемые дамы и господа, для меня большая честь присутствовать на этом мероприятии, чтобы от имени Министерства иностранных дел Республики Беларусь поздравить Румынию со столетием важного, огромного ее события, в ее истории события, объединения страны. Мне кажется, это событие предопределило всю историю Румынии, которая развивалась на протяжении последнего века. Дорогі сябри, шановні гості, я усіх нас з вами віншую з гэтым памятным для Румынии днем. Памятным не тільки для Румынии, а і для нас так само. Тому що кожна країна, яка змагається за свою незалежність, має такі святи, які становяться агульними не тільки для її. Так, мне пощастило быть первым послом Беларуси в Румынии с 98 года починаючи. И я сегодня с великим хваляваннем поглядел в эти здымки, обновляющие в памяти то, что я бачил на яве. Добрая полова этих здымков и тех объектов, які на них, мне вядома по тем, что я бачил своими очима. И тогда, и теперь я здивляюсь тому пиетету, той пошановной ситуації, як відносяться румыни до своєї спадщини.
Так, я сапраўды тады ўпершыню бачыў церквы праваслаўныя, распісаныя не толькі внутры, але і звонку. Я хацеў бы пажадаць румынам, давайте будем у вас учиться тому, як трэба, як можна, як необходимо обороняць свою незалежнасць. Поспехаў вам і са святам, дарагія сябры!